Парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам один из наиболее загруженных, так как в сферу его деятельности входит большой круг сложных экономических и финансовых вопросов. В данный момент один из главных вопросов на повестке – внесение изменений в бюджет текущего года. Повод хороший – налогов в стране собрали больше, чем планировали. Отрадно говорить то, что мы вносим изменения в действующий бюджет не в сторону уменьшения, а в сторону увеличение расходной части бюджета в связи с тем, что у нас бюджет, плановые показатели бюджета были перевыполнены. Просто только за 9 месяцев, только по линии Министерства по налогам и сборам, на 138% перевыполнено, практически на 823 миллиона перевыполнен план по налоговым поступлениям. Были бы деньги, а куда потратить, всегда найдется. Часть средств, в соответствии с распоряжением руководства страны, будет направлена на поддержку мероприятий по обеспечению военной безопасности Абхазии. Чуть осложнилась ситуация вокруг нас, и на обеспечении безопасности и обороны будет корректироваться действующий бюджет, и туда мы планируем направить существенные финансовые средства для того, чтобы готовить мероприятия по тем средствам, которые есть у Министерства обороны, по подготовке, по проведению некоторых мобилизационных, может быть, мероприятий, не мобилизации, а подготовки, материально-техническое обеспечение. Нам надо посмотреть, что происходит у нас в Минобороне. Как вы знаете, создана правительственная комиссия, возглавляет ее вице-премьер Пустовалов, руководство страны на самом высоком уровне обеспокоено положением дел в наших вооруженных силах, и мы все намерены помочь Министерству обороны в материально-техническом обеспечении наших вооруженных сил. План мероприятий в рамках повышения обороноспособности и сумма, необходимая для проведения этих работ, не разглашаются из соображений безопасности. И хотя бюджетные возможности благодаря профициту значительно увеличились, этих денег на все проблемы страны, конечно, не хватит. Необходимо увеличивать собственный бюджет как минимум в 2 раза, уверен Беслан Халваш. И этих доходов не хватает на все те нужды, на которые надо направить серьезные финансовые средства. В этом плане тоже ведется работа. Комитетом совместно с администрацией президента инициируются новые законопроекты или внесение изменений в действующие законопроекты об основах бюджетного устройства, о применении контрольно-кассовой техники. Очень серьезно отслеживается работа внебюджетных фондов. В этом плане какие-то у нас совместно с администрацией будут какие-то изменения, мы планируем. Просто я не хочу анонсировать и говорить это заранее, но есть определенное видение по совершенствованию и работы фискальных органов, по их автоматизации. Мы автоматизируем полностью налоговое администрирование в ближайший год-два. Бюджетники из сфер культуры, здравоохранения и образования получат существенные компенсации. Их зарплаты будут проиндексированы с начала текущего года. Есть надбавки к заработной плате, которые пришли из Российской Федерации по линии оказания содействия социально-экономическому развитию. Там будет проводиться индексация заработной платы определенной категории в области здравоохранения, образования, высшей школы. Завтра будем принимать изменения в бюджет только в первом чтении. Ко второму чтению мы будем готовить таблицу поправок к этому бюджету, и там будет окончательно принято решение. Индексация заработной платы той категории наших граждан, которые я сказал, будет существенной, и люди реально почувствуют увеличение заработной платы не за текущий месяц, а с начала года. Изменения в закон об основах бюджетного устройства, который предложит на рассмотрение депутатов Комитет по бюджету, предоставят больше финансовой независимости органам госуправления и местным администрациям. Часть средств за оказываемые услуги, например, от сдачи в аренду муниципальной собственности, будет поступать на спецсчет организации, и руководству не придется собирать кипу бумаг, чтобы заменить лампочку. Министерства и ведомства смогут официально оказывать платные услуги населению. Из-за того, что органам госуправления не дают возможность оказывать
услуги и за то, что там министерство не должно оказывать услуги. Что у нас в конечном итоге получается? Под министерством создаются какие-то аффилированные компании, которые эти же услуги оказывают за энную сумму, и эти деньги не поступают просто в бюджет страны. Это происходит в органах юстиции, это происходит в таможенном декларировании, там таможенные брокеры, это во многих сферах у нас это происходит. Я думаю, что мы в следующем году будем инициировать проект закона о порядке оказания государственных и муниципальных услуг, в котором будут отражены все эти нюансы. И органы госуправления должны оказывать услуги, перечень и стоимость этих услуг должно быть определено государством. Доходы от этих услуг, они должны идти в развитие самого органа госуправления. Готовятся изменения в закон о Национальном банке Абхазии, которые будут регламентировать онлайн-банкинг. Это позволит банкам оказывать услуги дистанционно, даст толчок развитию банковских приложений. Кроме того, функция электронной подписи станет доступна представителям негосударственного сектора. Госорганы пользуются этой опцией с начала текущего года. Национальный банк разработал проект законов, который мы в ближайшее время будем принимать. Мы это будем обсуждать и уже обсуждаем. И я думаю, что удостоверяющий центр по работе с банками, по ведению бухгалтерского учета будет открыт в Национальном банке. Национальный банк будет выдавать токены на подтверждение электронно-цифровой подписи в нашей стране по другим, по негосударственным видам бизнеса. Проекты закона практически все готовы, и я думаю, что до середины следующего года законодательная база будет полностью готова. Первое заседание парламента после летних каникул запланировано на 19 октября. В повестке дня 14 вопросов, из них 5 представит Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.